Всем доброго утра, отличного настроения. С вами Вероника Тамтосова. Начинаем новую рабочую неделю. Кто-то ее начал и вчера, но, тем не менее, сегодня у многих первый рабочий день. Чем я вас и поздравляю. Всем отличного летнего настроения. И, конечно, сразу о погоде. Чем же оно нас сегодня порадует? В центральных районах сегодня 13-28 выше 0, в заречной группе 13-28 градусов тепла. В южных плюс 15, плюс 25. В Вилюйской группе 14-28 со знаком плюс. В Нижнеленских 14-22 выше 0. В западных 16-28 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе Улусов 12-24. А в Янских плюс 11, плюс 18. На северо-западе сегодня 4-18 градусов тепла. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составляет 15 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер 2,5 метра в секунду, северо-западный. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. Прям настоящее лето. А пока мы наслаждаемся теплом, новый тренд из Китая набирает обороты. Водители массово превращают свои автомобили в пушистых котов, собак или капибар. С помощью объемных мягких накладок машины превращаются в узнаваемого зверя. А видео с такими фури-мобилями собирают миллионы просмотров в социальных сетях. Комплект обходится от 4 до 40 тысяч рублей. Крепится на присосках и магнитах держателей и при желании легко снимается. Производители уверяют, мех не только радует глаз, но и защищает кузов от мелких царапин. Однако есть нюансы. Для наших улиц такая красота – настоящий магнит для грязи и пыли. Владельцы пушистых чехлов на Западе жалуются, что мех быстро теряет вид и собирает всю уличную грязь. Так что, если вы решите примерить этот тренд, готовьтесь к тому, что ваш зверь будет требовать не меньше ухода, чем настоящий питомец. По-моему, просто отличная идея. По крайней мере, радовать глаз окружающих он точно будет. Вызывает вопрос только, будет ли греться двигатель под таким небольшой, даже искусственной шубкой. Жалко, Руслан в отпуске. Ничего, выйдет, узнаем. А вот и другой кот. В отличие от чехлов, свою работу выполняет по-настоящему и совершенно бесплатно. Кот по кличке Перл, что в переводе означает «жемчужина», живет на семейной ферме в Таиланде и уже 6 лет охраняет урожай арбузов. Хозяева часто берут его с собой на сбор и продажу ягод, и там он внимательно следит за сохранностью товара. Судя по выражению мордочки, к работе он относится максимально серьезно. Его суровый взгляд способен остановить любого, кто попытается взять арбуз без оплаты. В перерывах между сменами Перл отдыхает на своих любимых миниатюрных стульчиках, которых у него несколько, выбирает по настроению и по цвету. Хозяйка в шутку предупреждает покупателей: купите арбуз или будете иметь дело с котом. Такие приятные, ласковые и очень милые новости. А мы переходим к более информативным. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С июля несколько категорий российских граждан получат прибавку к пенсии. Тем, кому в июне исполнилось 80 лет, и лицам, впервые оформившим первую группу инвалидности. Фиксированную часть выплаты удвоит до 19 169 рублей. Работавшим ранее пенсионерам после увольнения автоматически проиндексируют выплаты за весь период трудовой деятельности. При этом для перерасчета по причине появления иждивенцев или при наличии 30-летнего сельского стажа гражданам потребуется самостоятельно подать заявление в социальный фонд. Банк России продолжает ужесточать правила кредитования, вводя новые ограничения на учет доходов заемщиков. По словам экспертов, уже сейчас финансовые организации принимают во внимание только официальные поступления с четкой маркировкой, такие как зарплата или пенсия, исключая из расчета личные переводы и возвраты долгов. С 1 июля этого года правила станут еще строже. К доходам, указанным в анкете, без документального подтверждения будет применяться обязательный дисконт 10%, а итоговая сумма не сможет превышать среднедушевой доход по региону. Полная отмена упрощенного подхода запланирована на 1 июля 2027 года.
Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что вопрос по строительству газопровода «Сила Сибири-2» будет решен в ближайшее время. В интервью ТАСС он опроверг сообщения СМИ о том, что задержка подписания контракта связана с невозможностью договориться о стоимости газа. По словам Титова, основной причиной являются технические аспекты и выбор оптимального маршрута прохождения трубы. Сейчас специалисты ищут баланс между минимизацией затрат на строительство и обеспечением максимальной безопасности и надежности поставок. Несмотря на статус рабочего момента, стороны не форсируют процессы, давая приоритет качественной проработке логистических решений. В этом году на 26-м километре Вилюйского тракта впервые заработает временная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Для максимально быстрого запуска системы правительство Якутии инициировало создание сортировочного комплекса, ход строительства которого проверил первый зампред правительства Дмитрий Садовников. На данный момент работы идут строго по графику. Строители уже завершили заливку основания ангара. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября. Запуск комплекса позволит выделить полезные фракции для дальнейшей переработки. Благодаря федеральной программе «Культура малой Родины» и национальному проекту «Семья» Вилюйская библиотека успешно прошла отбор и стала участником проекта, получив целевую субсидию в размере 15 миллионов рублей. В настоящее время ведется ремонт помещения библиотеки с последующим полным оснащением его современной мебелью и высокотехнологичным оборудованием. Предусмотрено создание многофункциональных зон. Библиотечные фонды будут существенно укомплектованы новыми и востребованными изданиями. Обновленное пространство будет отвечать запросам разных возрастных групп и станет центром притяжения жизни города. В рамках этой субсидии сегодня ведется активная работа по ремонту и оснащению нашей центральной библиотеки. В частности, буквально вот на днях подрядная организация из города Якутска проводит монтажную и установочную работу специализированной библиотечной мебели под заказ, который мы сделали. Также ожидается прибытие на днях современной библиотечной оргтехники и компьютерной техники. И срок, значит, сдачи объекта, завершения, значит, объекта – это День государственности, значит, 27 сентября. Исследователи из Северо-Западного университета США зафиксировали активные потоки материи в виде космического ветра, который выбрасывает сверхмассивная черная дыра «Стрелец-А». Это открытие позволило ученым впервые детально описать процесс, который ускользал от внимания астрономов более полувека. Наблюдения показали наличие конической области просветления, создаваемой горячим ветром, который вытесняет холодный газ из центра галактики. Астрофизики подчеркивают, что такая активность является нормальным этапом эволюции сверхмассивных черных дыр. По мнению авторов работы, подобное явление слабой обратной связи не уникальны для Млечного Пути. Но у меня прямо сейчас отличная новость. Сегодня вторник, это последняя ювелирная игра от ювелирного дома Керга. Ну, что последнее обидно, но что есть очень приятно. Правила остаются те же. Подписка на наш Телеграм и в группу в Максе. Написать комментарий с ответом на вопрос. Ответы принимаются и в Телеграме, и в Максе. Где удобнее, там и пишите. Вопрос на сегодня. Что вы сделали за последний месяц, чем гордитесь? Ответ может быть любым. Одна фраза или целая история. Например, сделал ремонт, начал ходить в спортивный зал, начал учить новый язык или помог другу. Самое маленькое дело – тоже победа. Как выберем победителя? Завтра утром в прямом эфире «Утро Якутии» в 7 утра на телеканале «Якутия-24» с помощью генератора случайных чисел. Выберем одного счастливчика среди подписанных участников, которые оставили ответ. Это завершающая игра от Керга, поэтому не пропустите, пишите свои комментарии, и пусть удача будет всегда на вашей стороне. Ну, а вообще сегодня у нас 23 июня, дата, когда календарь праздников удивительно многогранен. Это день, когда спорт, музыка, история и даже психология приплетаются в один узел. Сегодня весь мир отмечает Международный олимпийский день. Но есть и повод для душевной музыки – Международный день балалайки. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1688 году,
впервые упоминается этот инструмент, ставший символом русской народной культуры. А для тех, кому нужно облегчить душу, сегодня день без обид. Отличный повод отпустить старые обиды и начать жизнь с чистого листа. Как видите, 23 июня – день на любой вкус для спортсменов, музыкантов, романтиков и тех, кто просто хочет стать чуточку счастливее. А подробности в нашей постоянной рубрике. На календаре 23 июня сегодня отмечают День балалайки, международный праздник музыкантов-народников, Международный олимпийский день. По народному календарю знамение Тимофея. В народе святого Тимофея почитали в частности за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали в основном плохое, но тем важнее оно было для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение. Этот день в истории. В 1868 году запатентована пишущая машинка. В 1894 году Международный атлетический конгресс одобрил предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион». В 1964 году запатентован гимнастический обруч. В 1987 году в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В этот день родились Жозефина Багарне, императрица Франции, первая жена Наполеона I. Анна Ахматова, русская и советская поэтесса. Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга. Боб Фосс, американский кинорежиссер, хореограф, сценарист. Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка. Александр Любимов, российский журналист, телеведущий, продюсер, общественный деятель. Валерий Меладзе, советский и российский эстрадный певец, актер, продюсер, заслуженный артист России. Именины отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Константин, Леонид, Макар, Назар, Николай, Олег, Павел, Петр, Степан, Тимофей, Федор. Ну что, мы немножко перебрали сегодняшние даты, но самый важный праздник у нас прямо сейчас, и каждый день это наше бодрое летнее утро. Хватит листать ленту новостей, включайте телевизор погромче и повторяйте за нашим инструктором упражнения, которые точно помогут взбодриться. Доброе утро! С вами на связи тренер Марина Никулина. Начинаем нашу разминку. Поставили ноги на ширине плеч, руки положили на пояс и начинаем шейного отдела. Раз, два, полукруг, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки на плечи положили и раз, два, 3, 4 назад и раз, два, 3, 4. Хорошо, руки перед собой, к себе, локтевой сустав разогреваем. И от себя. Раз, два, 3, 4. Теперь руки положили на пояс, подняли правую ногу и разогреваем тазобедренный сустав, вращая 5 раз от себя. Хорошо. Теперь то же самое к себе. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Поменяли ножку 5 раз от себя. Если у вас не получается держать равновесие на одной ноге, можно ногу целиком поставить на пол и повторить. Еще раз. И к себе поменяли. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Ноги поставили на ширине плеч. Круговые движения тазом. Разогреваем поясницу, копчик. 5 раз в одну сторону и в другую сторону. Отлично. 3, 2, 1. Ноги вместе, руки на коленки. Колени рисуем круг аккуратно. 5 раз в одну сторону. Колени полностью не выпрямляем. 3, 4, 5 и в другую. Раз, два, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки перед собой, запястья в замок и голеностоп обязательно. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Руки, ноги встряхнули, сделали глубокий вдох через нос и выдох. Наклонились вперед. Выдох. Хорошо. Теперь основное упражнение, которое всегда выполняем силовое, многосуставное, это приседание. Итак, изначально позиция, ноги на ширине плеч, руки перед собой. Делаем вдох, садимся, шаг вправо, сели, встали, выдох, пришагнули к себе,
сторону влево пошли, сели, вдох, встали, выдох, ножку к себе. И поехали. Вдох, встали, выдох, сели, вдох, встали, выдох. Самое главное, таз отводим назад, колени внутрь не клюют. Угу. Коленки в сторону. И еще раз. Итак, мы делаем 10 раз. Вдох, выдох. Хорошо, выполнили 10 раз. И сейчас самое главное. Встаем в статику и стоим на счет 10. Обязательно контролируйте, посмотрите на свои ноги, чтобы у вас колени не уходили вперед. Таз назад отвели, колени за носочек не выходит. Стоим, еще, стоим, терпим, ягодицы будут гореть. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. И теперь делаем памп. Раскачиваемся сильно, высоко не поднимаемся, остаемся на горизонтали с полом. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, встаем. Выдох. Хорошо. И поехали. Второй подход. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Можно чуть побыстрее, у кого получается. Отлично. Ага. И 5. Вдох, выдох наверху. 4, 3, 2, 1. Молодцы. И поехали в статику. Смотрите, встаем, таз ушел назад. Держим, как будто мы хотим на стульчик сесть. Если не получается, поставьте стульчик, чтобы была вот страховка, что вы назад не упадете. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох и выдох. Хорошо. Теперь сделаем растяжку. Очень важно после упражнения, чтобы сохранить эластичность мышц и быстро восстановиться. Возьмите за что-нибудь, за стул, за стол. Или если получается держать равновесие, берем левую ногу за голеностоп, ближе к ягодице и отводим назад. Делаем вдох, выдох, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, поменяли ножку. Вдох и выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Ногу левую поставили чуть вперед. Таз отводим назад, носочек тянем к потолку, растягиваем икроножные мышцы. Раскачиваемся. 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу, ножку вперед, носочек в потолок. Таз назад, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. А теперь очень важно, поставили ноги широко, сделали вдох, выдох, взяли себя за голеностоп и потянули себя медленно ногам. 3, 2, 1. Хорошо. Вы большие, молодцы. Двигайтесь дальше, выполняйте все упражнения, и я гарантирую здоровые ноги, здоровое сердце. Конечно, отличное настроение. Вообще, середина июня для выпускников и их родителей наступает самый волнительный период – выбор профессии и подачу документов. В этом году система приема вуза снова перетерпела изменения. У нас в студии Олеся Винокурова, начальник приемной комиссии Арктического государственного агротехнологического университета. Доброе утро. Доброе утро. Сразу хочется еще агротехнического государственного университета добавить. Ну, вообще, нововведений, наверное, очень много. Расскажите вот самое волнительное для родителей, потому что для тех, у кого ребенок поступает впервые, это, наверное, очень такой тяжелый период. Доброе утро. Спасибо, что пригласили. Действительно, вы правы, система меняется и меняется в соответствии с требованиями нынешнего времени. Одним из основных нововведений является отказ от личного кабинета абитуриентов. То есть, когда абитуриент подает заявление поступающий, да, то он уже имеет право подавать заявление лично, обратившись к нам в учебное заведение, да, или же через ИПГУ, госуслуги, да, или Почтой России. Помимо этого, да, хочется отметить, что у нас для выпускников колледжей, техникумов, средних учебных заведений тоже с этого года действуют новые правила. Это соответствие профиля. Соответствие профиля специальности высшему образованию вуз устанавливает самостоятельно. То есть Так, объясните. они могут к нам обратиться по Сергелясскому шоссе 3 километр, дом 3, Арктический государственный агротехнологический университет. И наши сотрудники обязательно проконсультируют и подберут ту специальность, которая не требует наличия сдачи ИГЭ.
потому что по новым правилам выпускник СПО может поступить только по профилю среднего профессионального образования. Ну то есть, получается, если я закончил среднеспециальное, допустим, по математике, я не могу резко пойти на ветеринарию. Правильно, да, всё поэтому понятно. есть такой момент. И, конечно же, ряд требований, да, например, скорее всего, это будет очень волнительно. У нас есть направление подготовки, которые требуют предварительного медицинского обследования. И, в частности, мы наслышаны, справка формы 086У, она уже с этого года также утратила значимость, она заменена справкой СМД 196. А в Она чём разница? привязана к форме. Эта форма, во-первых, электронная и, скажем так, связана с госуслугами. То есть, если абитуриент подает документы через госуслуги с использованием суперсервиса, да, то, соответственно, у нас вот эта справка будет отправлена автоматически. Ну, пусть родители, да, и сами абитуриенты не волнуются, да, в этом плане также поликлиники, терапевты на местах, они вот по новому приказу выдают эти справки. Ну, конечно, для всех очень волнительный вопрос — количество мест на прием в 2026 году. В этом году наш университет готов принять свыше 1000 абитуриентов в статусе студента. Да? Из них бюджетных мест у нас на высшее и среднее профессиональное образование 760. 170 мест предусмотрено для среднего профессионального образования. Это все цифры бюджетные. Мы будем очень рады видеть наших абитуриентов. И, конечно же, это и очная форма, да, заочная форма обучения, и очень выгодная форма обучения по таким направлениям актуальным подготовки, как экономика, очно-заочная. Вот целевое обучение, количество мест и порядок приема, то есть есть ли оно вообще в принципе и как на него обратить, ну, то есть подать документы? Это очень острый вопрос и правильный вопрос. Почему? Потому что действительно для чего мы поступаем? Для того, чтобы действительно, получив диплом специалиста, найти свое место в жизни. И как раз-таки целевая контрактная подготовка, она очень актуальна и востребована. У нас на этот год есть предусмотрено распоряжением правительства Российской Федерации 135 мест. Это самые востребованные направления подготовки, где у абитуриента раскрываются и даются такие возможности широкие, как последующее трудоустройство. У нас работодатель, заказчик известен. Далее это наставничество на период всего, скажем так, студенчества. Это и меры материального стимулирования со стороны заказчика, да, и, конечно же, это крупные организации, которые выступают у нас вот как раз-таки заказчиками. Но это не просто так, да, вот обычно думают, там подошли, подали документы. Нет, это все связано с порталом «Работа в России». Поэтому здесь, конечно же, век цифровизации, абитуриенты могут самостоятельно подать или же обратиться в нашу приемную комиссию, и мы, конечно, проконсультируем и посоветуем, какой вариант для него лучше. Новый профиль подготовки в этом году у вуза какие? Ну, в нашем университете, конечно, ежегодно, да, программа образовательная, она пересматривается, переутверждается, и мы пытаемся в ногу со временем именно выйти на те профессии, которые будут всегда востребованы и актуальны. В этом году у нас, например, открывается новый профиль, это охрана лесов от пожаров на базе факультета лесного комплекса и землеустройства. Это очень перспективная, да, востребованная профессия, и, конечно же, я думаю, что у нас абитуриентов будет достаточно. Также мы с прошлого года ведем набор на направление подготовки. Это высшее образование зоотехния, да, но при этом это не простой зоотехник, да, а человек с двойной квалификацией, если простым языком, да, это зоотехник-экономист. То есть действительно очень здорово, когда наш студент уже на этапе выхода, да, получит диплом, где будут и навыки зоотехнии, да, из области, так и с точки зрения вот, экономики. Без экономики никак. Очень здорово. Интересно, это просто потрясающе. Даже, ну, как бы слышишь, и, восприятие конечно меняется. же, с первого курса мы вот каждого студента, да, ведем очень такую работу, скажем так, слаженную, да, связанную с тем, что вуз практической подготовки прикладывает все усилия для того, чтобы каждый студент был занят собственным делом, да, это и тренинги предпринимательских компетенций, это и те основания, которые дают возможность расти будущему.
Спасибо большое, очень интересно. Ну, на сайте наверняка можно все посмотреть, даты и все. На нашем сайте, да, официальном, agatu.ru, в разделе «Поступающим» вся информация подробно она изложена. Спасибо огромное, желаем вам хороших абитуриентов, ну и, конечно, успешного набора. Спасибо. Ну, с поступлением мы немного разобрались. Спасибо нашему эксперту. Ну, согласитесь, вуз вузом, а ребенок в любом случае растет, и его отношения с деньгами начинаются, к сожалению, не с первой стипендии, а гораздо раньше. Пока наши дети готовятся покорять вершины науки, мы с вами готовим их к покорению финансовых вершин. Как объяснить ребенку ценность денег, не запугивая, а наоборот увлекая? И стоит ли посвящать детей в семейный бюджет? Об этом в нашей постоянной рубрике «Дела семейные». Доброе утро! И сегодня в рубрике хочу поговорить с вами про семейный бюджет. Но не с точки зрения экономики, а хочу рассказать, как все-таки детям рассказать, что такое семейный бюджет и как научиться им пользоваться. Для этого я создала такое наглядное пособие. Здесь у меня, значит, показаны родители, дети, кошечки тут у нас есть. И как же все-таки это будет работать? Здесь я создала такое поле, колесо семейных расходов. Оно имеет разные категории, цвета и размеры. Детям давалось задание, оно на магнитиках сделано, и детям давалось задание выбрать подходящий цвет той или иной категории, и они собирали его, повторяя, что означает та или иная цветовая палитра. Да? Например, красный — это у меня были постоянные расходы. Фиолетовый — это были какие-либо покупки, это могут быть игрушки, одежда, какие-то сладости, возможно, да, незапланированные. Сколько, видите, уходило в тот период времени. Голубой цвет был у меня обозначен отдых, желтенький — это транспорт на машину, на поездки, проездные билеты и прочее. И зелененькое — это было питание. Вот такие основные категории я выбрала для объяснения детей, что такое траты в семейном бюджете. И с этого колеса расходов мои дети понимали, на что все-таки больше всего у нас уходит расходов в семейном бюджете. И это все-таки было у нас питание. Здесь есть правила, как вести семейный бюджет в условиях кризиса. То есть мы рассматривали не только положительную какую-то динамику, да, как приходили деньги, как, на что они тратились, но и когда были кризисные ситуации. Вот, например, когда мама была в декрете и зарплата менялась. Да. Здесь есть еще кармашек, в котором есть палочки. Они тоже собирали, допустим, мы играли в игру «Зарплата». Кто получает зарплату? И тут были фигурки, они сейчас, по-моему, уже утеряны, много лет прошло. Вот кто какой доход приносит в семью. Папа приносил зарплату. Угу. Там мы получали с детьми, например, какую-то льготу. Да? Вот, дети могли принести эту льготу. Бабушки с дедушкой, например, в семье получают пенсию. Они вот так вот складывали на того или иного родственника, на члена семьи, да. Также еще были вот палочки, где были категории, на что уходили деньги. На аренду, квартплату, продукты. И вот это все в игровой форме вот так ими раскладывалось, игралось. И я придумывала разные занятия, на что могли реагировать мои дети, да, выкладывая ту или иную палочку с надписью. Тут были и инвестиции, и какая-то прибыль, да, от чего может приходить прибыль, объяснялось. Что такое сбережения, детям объяснялись, откуда они берутся, как они создаются, когда выгодно, когда невыгодно, что такое премия, куда она тратится. Вот в такой простой игровой форме дети начинали разбираться, что такое доходы, расходы, что такое вообще деньги, откуда они берутся, кто все-таки больше всего зарабатывает денег в нашей
семье. Это все просчитывалось, считалось, и это было им видно и понятно. Дети таким образом в этом игровом поле очень хорошо разбирались, что такое текущие расходы, экстренные расходы и спланированные расходы. В этих кармашках были всякие разные такие фишечки, которые помогали нам выявить тот или иной вид расходов или доходов. Все зависит от того, вот, допустим, мы делаем какие-то планы, да, что нам важно приобрести в этом месяце или там, куда в первую очередь уходят деньги, да, и мы вот, например, делали оплата за ЖКХ, например, там, да, заправить машину, там какие-то допустим, экстренные расходы, это могут быть, может быть, там, стоматолог, да, и мы выбирали сюда, вот в эти расходы клали карточку. Там какие-то текущие расходы. Мы, например, знаем, что будет день рождения в этом месяце у нашей бабушки, и мы такие раз и запланировали туда какой-то бюджет потратить. Текущих расходах также можно было оплачивать там сотовую связь или там другие коммунальные какие-то услуги там. Возможно, мы планируем какое-то путешествие, и тогда мы закладываем здесь такую фишечку и смотрим, какая сумма для путешествия у нас здесь спланирована. В общем, это игровое поле помогало развивать им новые навыки также в счете этих денег. Здесь еще что-то было, что забыла, оказывается. У нас тут были еще деньги в виде таких золотых монет. Да, это кто сколько монет тратит, получает, на чем зарабатывает. Можно делать домашнюю уборку, убирать игрушки и получать там сколько-то монет, а потом планировать, куда они будут тратить эти монеты. И какой вид дохода у них это будет приносить в семью, в общий бюджет. Рада была вам рассказать сегодня про такой интересный способ научить ваших детей семейному бюджету. И попробуйте обязательно сделать такую книжку для своих детей. Не обязательно это может быть в виде домика, не обязательно в таком большом формате, но способ всем известный и простой вам в этом поможет скрапбукинг. Очень интересно и, главное, полезно. Ну, наверняка, пока вы готовили завтрак, если у вас есть дети, они уже успели задать вам сотни вопросов. Но самый коварный, как правильно пишется? Вы делаете серьезное лицо, берете телефон и, конечно, даете правильный ответ. Ну, а чтобы ваши знания не подводили, а диктанты школьников радовали, мы приготовили шпаргалку. Смотрим рубрику «Говорим правильно», как запомнить словарные слова раз и навсегда. Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть такие слова, правописание которых объяснить нельзя. Обычно такие слова называют словарными. То есть узнать о их правописании можно только в словаре, а объяснить никак нельзя. Именно на знание таких словарных слов и проводили в школе словарные диктанты. И сегодня мы с вами тоже проведем маленький словарный диктант, только в устной форме. А делать мы будем его так. Я буду говорить вам значение словарного слова, а вы вспоминать, что это за слово и как оно пишется. Итак, начнем. Первое слово. Слушайте внимательно. Художественно оформленное основание или постамент, на который ставят статую, памятник, вазу, чтобы выделить их и приподнять над землей. Угадали, что это за слово? Раз, два, три. Конечно же, это слово пьедестал. Оно пишется с буквами Е. Пьедестал и с мягким знаком. Ну что, готовы приступить к следующему слову? Итак, следующее слово имеет такое значение. Это пространство перед главным входом в общественное здание, своего рода большая прихожка,
в которой люди встречаются, расходятся по другим помещениям или распределяются по группам. Угадали? В каждом общественном здании есть такое помещение. Всегда. Угадали? Конечно же, это слово вестибюль. Вестибюль. Слово красивое, французское, пишется с буквами Е, И и мягким знаком на конце. Вестибюль. Итак, третье слово. Это традиционный русский салат, который включает в себя отварные овощи. Свеклу, картошку, морковку, а еще квашеную капусту и огурцы соленые. Угадали? Что это за слово? Салат простой, а вот слово-то непростое, а с орфографическими сложностями. Это слово винегрет с буквой Т на конце и с первой гласной И. Давайте говорить правильно, и все словарные слова нам будут нипочем. Всего доброго! Ну а прямо сейчас перемещаемся к книжной полке. Узнать, что интересно можно прочесть этим летом. Говорят, что рукописи не горят. Сегодня мы проверим эту теорию на прочность, потому что на нашей книжной полке роман, который прожил несколько жизней. Писался в стол, был проклят критиками и вознесен читателями. Конечно, это «Мастер и Маргарита». Булгаков спрятал в этой книге столько слоев, что ее можно перечитывать десятки раз. Доброе утро! Сегодня я бы хотела рассказать вам о своей, я бы не сказала, что это моя любимая книга, но книга, к которой я за всю свою жизнь уже обращалась 3 раза. Это Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Книга очень популярная среди молодежи. В первый раз я ее прочитала, когда училась в 11 классе. Конечно же, это была школьная программа. И тогда все мое окружение было в полнейшем восторге от нее. Мне кажется, это даже был некий мейнстрим, говорить, что «Мастер и Маргарита» — это моя любимая книга. Я же, наоборот, не прочувствовала того восторга. Я прониклась к книге, она действительно была интересная, и до сих пор я считаю это гениальным, великим произведением, на каждой странице которой скрыто столько смыслов. Это как некий детектив. Ты читаешь и находишь все новые и новые иносказания. Но это действительно великолепное ощущение, приятное, но я не получила того послевкусия, которого, видимо, ожидала от этой книги. Поэтому долгое время я к книге не возвращалась, пока через 10 лет мой московский друг вновь не начал разговор о «Мастере и Маргарите» и сказал, что эта книга просто перевернула взгляды на его жизнь, что эту книгу просто обязательно надо перечитать уже во зрелом, таком взрослом возрасте. А я действительно считаю, что нашу русскую классику необходимо читать в разные годы своей жизни, потому что мы подкладываем совсем другие смыслы, уже находясь в разных этапах своего существования, и смотрим все это через призму своей философии. В общем, я вновь открыла книгу, вновь не получила того удовольствия, которого ожидала, но для себя открыла совсем другие уже, скажем так, уголки этого произведения. Я прочувствовала по-другому любовную линию, но опять-таки многие темы для меня остались закрытыми. И вот буквально 2 года назад, в связи с выходом фильма «Мастер и Маргарита», я решила, что надо дать книге 3-й шанс. Вдруг я уже доросла до того уровня понимания этого великого произведения. И на этот раз я выбрала другой формат. Я решила попробовать аудиокнигу. Я не слушаю книги, обычно я их читаю, мне нравится видеть буквы и представлять в своей голове другие смыслы. А тут я выбрала аудиоформат, и он меня, конечно, приятно удивил. Это было приятно слушать. И здесь, конечно, я поняла, что уже со своего 30-летнего какого-то такого зрелого возраста я с удовольствием читаю главы про Иешуа, чего раньше не было. Я их просто перелистывала и думала, господи, скорее бы закончилась эта философия. А здесь я уже открыла для себя совсем другие смыслы. Но опять-таки книга для меня осталась, скажем так, незаконченной. И я надеюсь, что уже через 10 лет, возможно, я снова вернусь к «Мастеру и Маргарите» и, наконец-таки, найду то, что я все до сих пор ищу в этой книге.
самое увлекательное, что эту книгу интересно не только читать, ее интересно обсуждать. Поэтому я надеюсь, что на втором международном фестивале «Книжный ветер», который пройдет у нас в Якутске, я найду единомышленников, и мы обсудим новые детали и аспекты «Мастера и Маргариты». Приходите и вы тоже. Мы уверены, что вы найдете в книге что-то для себя, она очень интересна и увлекательна. Ну, вообще, все в мире очень увлекательно, если это посмотреть с другой стороны. Вот, например, сейчас настройтесь и скажите «Я тебя люблю». Что вы почувствовали? Но особенно, если обращаетесь к кому-то. Наверное, тепло. А мы пошли дальше и решили, что мамы мальчиков реагируют на фразу «Я тебя люблю» совсем не так, как мамы девочек. Учительница предложила детям провести простой эксперимент. Позвонить маме и неожиданно сказать 3 заветных слова. Если девочкам чаще отвечали, что это теплое и «я тебя люблю», то мальчики слышали совершенно другое. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Я тоже. Люблю. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я очень тебя люблю. О, как, а что случилось? Да ничего. А что случилось-то? А ты где? Ну, я тоже тебя люблю. Я хотела сказать, что я тебя люблю. Что такое? Ты в школе? А у тебя урока нету? Ничего не понимаю, почему так? Все нормально? Да, точно, нормально. Алла, мам, я тебя очень сильно люблю. А что случилось? Ты дома, что ли? А где? А что случилось? Просто решил сказать. Да я тебя тоже, сыночек, люблю. Ну, что-то как-то странно. Подозрительно. Да, очень сильно подозрительно. Я тебя люблю. Я тебя люблю. А ты что, не в школе? А что случилось? Просто тебя люблю. Ну и я тебя люблю. Хочу сказать, что я тебя очень сильно люблю. Я тоже очень сильно люблю. Лен, ты что-то натворил? Нет, мамуль, все хорошо. Я тебя люблю. А, ты в школе, да? Да. Я тебя тоже очень сильно люблю. У меня столько... Я тебя люблю. И я тебя люблю, дорогой мой любимый старший сын. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. К 2030 году в России планируется усовершенствовать требования к технической безопасности транспортных средств, выпущенных более 30 лет назад. Согласно утвержденному правительством документу, соответствующий приказ подготовит Росстандарт совместно с профильными ведомствами и институтом НАМИ. Кроме того, в период с 26 по 2030 год будут актуализированы требования к современным портовым системам, включая круиз-контроль, помощь водителю и мониторинг. Власти также намерены определить критерии использования алкозамков, систем обнаружения усталости водителя и механизмов дистанционного контроля скорости и манеры вождения в зависимости от рисков эксплуатации различных типов транспорта. Завершился прием заявок на 3-й сезон конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Обществом знания. Всего на участие поступило более 7 тысяч проектов из 88 регионов страны. Якутия продемонстрировала самую высокую активность в Дальневосточном федеральном округе. От родительских комитетов республики подано 92 заявки. В этом сезоне география и формат конкурса расширились. К школьным сообществам впервые присоединились родительские комитеты детских садов и колледжей. Инициативы направлены на развитие воспитательной среды и охватывают такие сферы, как патриотическое, духовно-нравственное, экологическое воспитание и научное познание. Лучшие проекты получат грантовую поддержку в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Этим летом в Намском районе будут работать 16 летних лагерей. В этом году запланировано 9 лагерей дневного пребывания, 4 трудовых, также палаточные. Общий охват составит 3340 детей и подростков. Для детей участников СВО установлены бесплатные путевки. Всего охвачено 247 учащихся. В том числе некоторые ребята смогут отдохнуть и укрепить здоровье в летних санаторных лагерях за пределами республики. На сегодня по Улусу открыты 10 лагерей, один из них при Намском педагогическом колледже. Лагерь «Айкут» работает по 2 направлениям. Для девочек по творческому развитию, для мальчиков по спорту. В Ботаре я занимаюсь с 5 лет, с самого детского сада. И
Этот лагерь нашла моя бабушка. Со всеми подружился. Сегодня мы занимаемся вертушкой и стреляем с лука, как и вчера. И в будущем я бы хотел принять участие в играх Дгына. Завершилась 5-я юбилейная спартакиада пенсионеров республики. Соревнования проходили с 11 по 14 июня и собрали порядка 130 участников в составе 21 команды. В настоящее время продолжаются финальные старты, матчи, по итогам которых в ближайшее время станут известны имена победителей и призеров. Напомним, спортсмены старшего поколения демонстрировали мастерство в 8 видах спорта, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. Победители соревнований получат путевку на участие во всероссийском этапе спартакиады пенсионеров, где представят республику на федеральном уровне. 4-й раз участвую в 5-й спартакиаде среди пенсионеров республики. И 3 раза защищал честь республики на России. Это как бы стимул для нас, для пенсионеров, для пожилых людей. Когда я участвовал на России, там женщины, там мужчины говорят, мы вот только соревнования проходят, заканчиваются, они говорят, мы будем готовиться к следующему году, с завтрашнего дня, вот говорят. Поэтому стимул очень большой у нас. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Ну, продолжаем делиться новостями. Лето в самом разгаре, и у школьников самое любимое время – каникулы. Но в Нейрунгри эти дни проходят не просто весело, но и с большой пользой. В этом году в городе организован настоящий праздник творчества. На базе детской школы искусств начал работу летний творческий лагерь. Это уникальная возможность для юных дарований не только отдохнуть, но и раскрыть свои таланты под руководством опытных педагогов. Чем живут ребята в этом творческом пространстве, в нашем следующем сюжете. Лето – время солнца, каникул и, конечно же, творчества. В этом году детская школа искусств открыла свои двери для юных талантов, превратившись в настоящую летнюю резиденцию искусства. Разнообразные игры, конкурсы, сценки и выступления – вот лишь малая часть того, что ждет ребят в этом ярком и насыщенном творческом лагере. Дети вовлекаются у нас очень просто, им только дай команду. Мы в основном играем в активные игры, они это очень любят. Когда у нас слишком много энергии, мы не можем успокоиться, мы просто садимся и рисуем. Программа сезона впечатляет своим разнообразием. Здесь есть классические занятия по рисованию, хореографии, сценическому мастерству. К нам приходят дети, которые не видят свою жизнь без творчества. Им очень нравятся разнообразные формы. Например, мы на открытии нашего лагеря здесь в городе подготовили мини-спектакль. Дети оперативно включились в него, и благодаря своим способностям они очень быстро освоили все. Мы пригласили родителей, и получился такой очень мини-праздник для всех. Каждый ребенок может раскрыть свой талант и почувствовать себя настоящим артистом, научиться работать в команде вдали от гаджетов. В лагере мы играем, ходим гулять, общаемся, готовим разные выступления. Тут весело, тут есть некоторые, с кем можно поговорить. Творческий сезон детского лагеря под названием «Радуга» продлится до 4 июля. Такой полезный и интересный досуг – прекрасная инвестиция в будущее подрастающего поколения. Возможность подарить им яркие воспоминания и, возможно, открыть для мира новые имена в искусстве. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нейрунгри.
Итак, в Якутске стартовал третий международный интеллектуальные игры, которые вновь собрали участников из разных регионов и стран. Для многих это не только соревнования, но и возможность проверить свои силы, найти единомышленников и получить новый опыт. Сегодня у нас в студии участники международных интеллектуальных игр разных лет. Андрей Петров, который принимал участие в играх в 2018 году, и Артем Мардин, участник 2022 года. Поговорим о том, чем запоминаются такие соревнования и что ждет участников в этом году. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну у нас сразу очень много вопросов. Первый вопрос — это 2018 от 2022 чем отличается? Ну, в общем-то, если говорить про масштабы, то международные интеллектуальные игры развиваются и горизонты расширяют, и с каждым годом все больше и больше стран участвуют. Большинство ребят переходит уже в онлайн, потому что с коронавируса до сих пор остались некоторые трудности, проблемы, и ребята хотят участвовать очень, но не всегда есть возможность приехать к нам. И поэтому вот в 2022 году, например, было больше дистанционных участников. В этом году у нас еще больше участников, то есть около 1000 человек участвуют в 2026 году. И большое количество из них участвует дистанционно. Также, конечно, приедут очень много разных стран к нам, делегаций, поучаствовать, показать себя. Давайте сначала разберемся. Вот интеллектуальные игры, да, что они вообще собой представляют и как вы, вот, например, в 2018 году решили участвовать? Ну, игры — это довольно большое мультидисциплинарное мероприятие. Они включают в себя много разных секций. Например, я участвовал в 2018 году в секции YISF, это Yakutia International Science Fair. Это выставка проектов, то есть стендовая защита, устная презентация, и мы там представляли свои научные проекты. Там тоже было международное участие, там были эксперты из разных стран, и это вообще очень полезное мероприятие, потому что здесь как бы это такой входной билет в международные крупные другие мероприятия. То есть обычно участники CISF ездят за рубеж на конференции более крупные, масштабные. И да, я тоже поучаствовал в EISF, как бы я там отработал свои проекты, и после этого уже ездил в другие страны. Как подготовиться к играм? То есть я так понимаю, что несколько секций по нескольким направлениям. Нужно ли там знание языка, там долгая подготовка, заполнение каких-то определенных форм и соответствие проектов этим требованиям? Ну, нужно просто иметь хороший готовый проект и какое-то знание языка, а остальное, оно, в принципе, уже как бы придет само. Да, то есть МИИ делится на несколько основных частей. Вот как сказал Андрей, это YSFE, это Yakutia International Science Fair, то есть это научная конференция в рамках МИИ. Олимпиада Туймада, которая проводится с 1998 года, международная. Так, стоп, это о чем? Ну, то есть Олимпиада по каким вопросам? Физика, математика, фундаментальные науки. Вот. Дальше идет МИШ, это Международная исследовательская школа. Это ежегодное мероприятие, которое проводится на базе разных государств каждый год, на котором ребята приезжают и занимаются каким-то крупным исследованием с большими учеными. Например, как в этом году мы с Андреем будем вести направление по спутникостроению в рамках МИШ. И вот МИШ проводится в рамках МИИ в этом году. А в следующем году МИШ может быть где-нибудь на Филиппинах, где-нибудь в Китае. То есть это школа, которая переходит из страны в страну. И вот эти вот все мероприятия объединяют под собой огромное количество ребят, каждый из которых знает свой профиль, занимается тем, что ему нравится, и в будущем будет развиваться в этом направлении. Поэтому, Ну, а как вы лично готовились? Когда участвовали? Ну, в первую очередь, знание английского, конечно, нужно иметь хорошее, потому что весь рабочий язык конференции — это английский, для того, чтобы победители, выпускники МИИ могли участвовать дальше уже на более высокого уровня мероприятиях, выезжать за границу и так далее. То есть я бы сказал, что для ребят, которые хотят участвовать, например, в 2030 году, которые уже не попали, очень рекомендуем изучать английский. Потому что он лишним точно никогда не будет. Знать международный язык — это всегда очень хорошо. А возрастной ценз какой-то есть? Ну, это зависит от мероприятия, но, насколько я знаю, нет. По-моему, можно начинать участвовать уже с 8 класса или даже раньше, вот в YISF особенно. Ну, а что бы вы посоветовали ребятам, которые вот в этом году будут участвовать?
Ну, игры уже совсем скоро, так что я в первую очередь рекомендую не бояться, если вы участвуете в YSF, это не бояться защиты. Если вы знаете свой проект, вы как бы, ну, обязательно защититесь хорошо, если вы знаете свою работу. Что еще могу сказать? Готовьтесь отвечать на вопросы, потому что жюри у нас здесь довольно, ну, жюри у нас здесь всегда сильное, хорошее качество работ всегда здесь, и жюри задает много вопросов интересных. Эти вопросы вам помогут доработать вашу работу, то есть не относитесь к ним как к чему-то плохому, что вы там на что-то не ответили. Это всегда повод начать работать в новом направлении и сделать свою работу лучше. Ну, а болельщиков можно с собой взять? Очень хорошо освещается каждое мероприятие, которое будет проходить в рамках МИИ. Можно очень активно следить за соцсетями в Максе, в Рутубе. Сейчас уже есть каналы, в которых публикуется информация о том, что какие делегации будут присутствовать, какие участники приедут, сколько, кого, чего, куда. Поэтому очень надеемся, что будем следить. Ну, то есть можно онлайн-трансляция? Да, то есть по каждому направлению. Еще маленькое объявление я сделал. У нас с бортом нашего малого космического аппарата МК Чулбон будет вестись трансляция. Вот все игры, все 2 недели мы будем транслировать открытки, изображения с игр, фотографии делегаций, ну и такие вот вещи. Всю протяженность игр. Ну, то есть приехать нельзя, но можно хотя бы дистанционно посмотреть, набраться опыта. Спасибо большое, ну, очень интересно. Ну, а вообще вот понятно, что вы этим давно занимаетесь. Вот тем, кто только начинает свой путь, младше, что бы сказали? Я скажу, наверное, очень советую не терять интерес. Вот, как говорит Василий Климович, ректор МАН, ученые — это выросшие дети. Ну, в плане, то есть взрослые дети, да. И любопытство ко всему вокруг, оно и тянет нас вперед. Поэтому... Спасибо большое. У нас, к сожалению, мало времени. Дорогие друзья, ну вы услышали, что все можно посмотреть, все узнать на этой замечательной ноте, что не теряйте интерес ко всему, развивайтесь, развивайте своих детей. Мы с вами прощаемся. Желаем вам доброго утра, до завтра и хорошего дня.